И добрый вечер, дорогие телезрители. Вы включаете свои телевизионные приемники и попадаете на канал Саха-24, на котором мы, работники данного самого канала, отмечаем большой праздник начала нового телевизионного сезона. И спешу вас заверить, уже очень скоро вы будете регулярно с понедельника по четверг смотреть передачи так называемого будничного суперпрайма, который ведем мы, работники студии общественных программ. Сегодня тема программы «Не пропустите главного» нюансы индивидуального жилищного строительства. Дело в том, что все лето я благодаря неким обстоятельствам провел в компании данных людей, которые сегодня составляют торжественную почетную аудиторию нашей студии и которые в различных отраслях касаемо жилищного строительства являются большими специалистами. И давайте, поскольку у нас все-таки регламент, прямой эфир, давайте мы начнем с большего и касаемо маленького. Да? Павел Анатольевич, первый заместитель министра строительства и архитектурного комплекса Якутии. Павел Анатольевич, какой процент занимает индивидуальное жилищное строительство в той статистике вводимых квадратных метров, которые фигурируют у нас в республике? Ну, от года в год по-разному бывает. От 1/3 до половины иногда бывает. До половины доходит. До половины доходит? Да. То есть фактически до 50% всех вводимых квадратных метров жилья приходится на долю индивидуального жилищного строительства. И уже, наверное, не секрет, что, возможно, один из предстоящих годов, я не буду раскрывать какой, будет объявлен годом в республике годом индивидуального жилищного строительства. И вот к этому архитектурный и строительный комплекс республики с какой подготовкой и на каком, скажем так, марше подходит? Ну, у нас есть ряд подпрограмм, которые стимулируют индивидуальное жилищное строительство. Это в первую очередь подпрограмма ИЖС, которая работает с середины 90-х годов, в рамках которой выделяются беспроцентные займы на строительство индивидуальных домов со сроком на сегодняшний день до 10 лет погашения. Процентов нет, но получается кредит практически бесплатный, то есть надо возвращать только тело кредита. К сожалению, в этом году и в прошлом году финансирования по этой программе практически не было, было только финансирование за счет возвратных средств. Со следующего года мы планируем продолжить реализацию этой программы, то есть начать реальное финансирование из средств республиканского бюджета и ожидаем увеличения ввода ИЖС в связи с тем, что программа будет продолжена. Также у нас есть подпрограмма обеспечения жильем молодых семей, в рамках которой выделяются социальные выплаты в сумме до 40% от расчетной стоимости жилья для молодых семей в возрасте до 35 лет включительно. И эти молодые семьи могут за счет полученных средств строить индивидуальные жилые дома. И еще, наверное, стоит приплюсовать, скажем, ведомственные программы, допустим, по линии Минсельхоза, да, по которым субсидируется до 70%. Да, это очень хорошая программа, финансируется из средств федерального бюджета, и республиканского бюджета. И да, действительно субсидируется до 70%. Павел Анатольевич, это хорошо, ладно, в сельской местности, да, но в условиях города Якутска, поверьте мне, насколько я тесно общаюсь, скажем так, на форумах, корреспондирую с различными источниками, но мало кто, 90% не слышали ни про существование этих программ, которые и беспроцентного кредитования, и частичного возвратного кредитования и так далее. Да вот какие счастливчики все-таки попадают в эти программы? Один раздавал там, по-моему, займы какие-то, потом какая-то неприятность случилась. Есть такое, да, действительно, что некоторые наши механизмы до многих людей они не доходят, то есть они не знают, не заходят на наш сайт, на сайт Минстроя, не заходят на сайт города Якутска, например, да. Вот для таких категорий граждан, которые не читают газет, мы специально решили выпустить специальное предложение к телефону.
И это приложение мы планируем презентовать где-то в начале октября. Приложение будет сама считать по тем критериям, которые Да. подпадают или нет, да? Да. Презентуйте вот на строительной выставке Дом Экспо, который пройдет. Какого числа, Владимир? 29 сентября, по-моему, начинается. Хороший повод, и будет уйма, толпа такая целых желающих. Посмотрим, если разработчики успеют, то презентуем. Подгоните их таким хорошим, властным этим ну, не пинком. Алексей Григорьевич, наша стройка, вот проект «Дом с умом», да, который я веду уже в течение 2 месяцев, она амбициозна достаточно в плане того, что мы заявились впервые публично, да, на осуществление энергоэффективного строительства. Вот ваша оценка вот нашего текущего совместного проекта, вы же являетесь как бы идеологом данного направления. Ну, я вот вначале тоже говорил, что проект очень хороший, да, очень познавательный именно для населения нашего, да. Но я сам как бы слежу за этой программой, да, каждый выходной выходит, смотрю, но когда вот общаюсь с населением, да, я вот как раз этот месяц был в отпуске и очень много там по районам ездил, общаюсь с людьми, они эту программу не видят, к сожалению, наверное, да. Поэтому хотелось бы не только вот именно по выходным выходила, да, вот эта программа, а именно в рабочее время. Оказывается, ну, в основном сейчас население все работает, по выходным у них свои дела, тем более сейчас сезон такой, осень, да, у всех свое хозяйство, они там на огородах, поэтому не видят эту программу. Поэтому или в будущем нам необходимо по времени как-то уточниться, или в рабочее время, после работы, чтобы больше народу было, да, ну и потом несколько повторов сделать. А так, те, которые посмотрели эту программу, они очень рады, что наконец-то людям начали объяснять, какие новые технологии есть, материалы есть. Поэтому... Прям бальзам мне на душу, Алексей Григорьевич. Но, наверное, мы генерируем качественный, хороший контент для нашего телевидения. Да? Я думаю, что руководство нашего телеканала обязательно урочное время повторит весь цикл, который мы пока еще не прекращаем. Мы где-то, наверное, в октябре закончим. Алексей Григорьевич, касаемо энергосбережения в республике, да, вообще... Какова доля, скажем так, вот, если люди будут причастны к энергосбережению, да, какова доля, вот, скажем так, экономии составит в частном секторе и государственном секторе? Ну, на сегодняшний день у нас население платит только 32%, да, за коммунальные услуги, ну, в среднем по республике. А бюджет республики вот возмещает разницу, да, вот эти 78%. Поэтому, ну, в год тратятся, конечно, очень большие средства, да. И в целом, если мы начинаем проводить энергоэффективные мероприятия в существующих зданиях, сооружениях, да, и вновь начинаемых, конечно, мы достигаем экономии где-то 20-30%. Ну, соответственно, если это взять в целом сумму, которая тратится в бюджете республики, это... Миллиардные суммы. Миллиардные суммы. Хорошо. Можно добавить? Да, конечно. В Жатае у нас завершается в этом году строительство энергоэффективного квартала в рамках программы переселения граждан с аварийного жилья. И в этих домах экономия доходит до 40%, до 40-50%. То есть экономия очень значительная. Очень значительно. Хорошо. Жилищный индивидуальный жилой сектор, да, невозможен без коммуникации. То есть очень многие участники тут говорили, что если бы государство взяло на себя, да, подвело все коммуникации и сказало, вот вам участки, да, застраивайтесь, очень много желающих бы нашлось. Аял Анатольевич, вы как руководитель управления газораспределительных сетей, да, вот есть такие нарекания типа очень дорогая плата за технологическое подключение. Да? Вот этот вопрос мы разжевывали. Давайте мы еще в прямом эфире, еще раз буквально кратенько, да? Разница между технологическим присоединением и строительно-монтажными работами. Давайте, чтобы окончательно добить точку и раздавить, скажем так. Ну, если условно разделить тех заявителей, да, тех абонентов, ну, людей, которые собираются подключиться к газу, да, можно их условно разделить на 2 категории. Первая категория – это те, кто собирается подключиться так называемым государственным сетям, да, это сети Сахатранснефтегаза, сети в свое время построенные в советское время, это так называемые сети, которые
относятся к Министерству имущественных земельных отношений, дирекции стройсертификации, да, это вот первая категория, их можно, ну, их подключение к газовым сетям, да, осуществляется по так называемому техприсоединению, да. Есть же еще другая категория заявителей, которые собираются подключиться к газовым сетям. Это подключение, когда осуществляется к частным сетям. То в данном случае применяются уже, как говорится, ранее действующие требования, да, к подключению, подаче, пуску газа. Да. Но это если условно разделить. А если сравнивать технологическое присоединение и строительно-монтажные работы, да, то нужно понимать, что газоснабжение, да, подразумевает комплекс работ, да, связанных в конечном итоге, да, потреблять опасное вещество, природный газ. И как идет потребление опасного вещества, подразумевающее собой строительство и опасного производственного объекта, в частности газопровода, да, объект в обязательном порядке должен быть зарегистрирован в реестре опасных производственных объектов. Для этого обязательно должны быть оформлены и правоснащие документы, и, ну, опять же, страхование гражданской ответственности третьих лиц при наступлении страховых случаев должно быть Сопутствующие расходы, Ну, куча вот этих... Нет, это не расходы, это обязанности. Это, я считаю, что это бремя собственника опасного производственного объекта. Да? К сожалению, ранее такие вот обязательные требования промышленной безопасности, они нашими заявителями не соблюдались. Да? То есть раньше как было, да, человек получает технические условия, заказывает проектную документацию, ну, самостоятельно, да, в различных организациях, ну и обращается в подрядные организации. Подрядные организации, конечно, их великое множество, их, как говорится, от добросовестных до недобросовестных, да. Ну и как только человек строит газопровод, ну, оплачивает врезку, пуск газа, да, ну и все вот эти небольшие вот эти затраты, да. Как только он начинает потреблять газ, он забывает о необходимости завершения вот этих всех мероприятий по строительству газопровода, в частности, оформления правоснащих документов и регистрации, ну, последующей регистрации в реестре ОПО, да. Это все приводит к чему, да? Приводит к тому, что в настоящее время у нас половина газовых сетей, они бесхозяйны. То есть на эти сети, так называемые бесхозяйные, не начисляется амортизация, не начисляется налог на имущество, да, получается, и казна не дополучает в том числе. Да. Но вы-то их обслуживаете. Да, мы как эксплуатирующая организация, да, как государственная организация, обязаны эксплуатировать. Да, и в случае возникновения любых каких-то аварийных ситуаций, да, мы обязаны, конечно, реагировать. Там, если есть необходимость какие-то аварийные ремонты, мы, как говорится, обязательно это все выполним. То есть, если раньше было как, что вот этот комплекс мероприятий по строительству газопровода не доводился до конца, да, то сейчас в свете введения вот этих новых требований, да, по техприсоединению, да, организация, исполнитель вот этой данной услуги, техприсоединения, в данном случае мы, государственная организация ГРО, да, обязаны весь комплекс мероприятий вот этих, да, довести до конца. То есть к нам обращается заявитель, мы заключаем договор о техприсоединении, где указывается плата за подключение. В данную плату входит вся совокупность мероприятий по физическому, как говорится, пуску газа. То есть итогом этих мероприятий по техприсоединению является то, что потребитель получает доступ именно к газовым сетям. Это и проект, и строительно-монтажные работы, и регистрация в реестре ОПО, от земельного участка под строительство, да, ну и все вот этот комплекс мероприятий. То есть, если раньше был только СМР с проектом, скажем так, да, то сейчас весь комплекс мероприятий, который называется техприсоединение. Да, и вы приводили вот в передаче как раз «Дом с умом» цифру, что и почти 80% да, тех договоров, они убыточны, да, которые, на основании которых подключается технологический продукт. Это, конечно, ну, показатель тоже, но ладно, это, наверное, как-нибудь исправится в связи с упорядочиванием и более четкой регламентацией вот этих всех работ. Да. Администрация города Якутска подключилась к нашему проекту под девизом «Мы хотим получить цивилизованный частный сектор». Да. Иван Робик, начальник отдела глав АПО администрации города Якутска. Сколько разрешений на строительство было выдано вот глав АПО в ходе 2015 года? Да, и давайте сравним вот 2014 и 2015 год. Давайте вот эти конкретные цифры. Так, за 2014 год у нас было выдано около, ну, примерную цифру скажу, 235 выдали разрешение на строительство. Это примерно около 60 тысяч квадратных метров общей площади. А за 2015 год, то есть вот конец третьего квартала, это у нас выдано 145. Почти в 2 раза меньше, да? Но еще, скажем так, как бы не сезон, но есть ли тенденция к снижению, скажем, законного, цивилизованного, легального частного строительства? Нет. Нет. Вы в этом не, как бы уверены? Ну, да.
ваши будут слова до Бога, как говорится, в уста. Да? Все-таки разрешение на строительство является базовым уже таким, по которым и банки выдают кредиты, и потом свидетельства выдаются на как бы о регистрации прав собственности. Да? И вообще, я в свете того, с чем я столкнулся, и будь то с МФЦ или с управлением архитектуры, ну, больше цивилизованного стало, скажем, и подхода и со стороны исполнителей, и со стороны заявителей, как бы движемся вперед и растем немножко. Да? Человек, который болен энергосбережением, в кавычках, конечно, болен, как и его супруга, которая является главным редактором журнала энергосбережения в Якутии, Владимир Владимирович Сыромятников, человек с уникальным опытом в области энергосбережения именно в Якутии. Да? Владимир, вы как основной оператор нашего телевизионного цикла, как расцениваете и в чем потенциал вот подобного рода мероприятий, информационных медиапространств? Ну, во-первых, частное домостроение, да, и вообще вот домостроение, вот, я думаю, должно быть для наших суровых условий самым энергоэффективным. Потому что вот если смотреть расходы по коммунальным платежам, у нас самая большая статья – это теплоснабжение. К примеру, сейчас мы постоянно вот по своей работе сталкиваемся со старыми объектами, да, школы, детские сады. И там везде у нас и тепловизионную съемку делаем, и визуальный осмотр делаем. Ну, везде потери тепла очень огромны. Ну, с другой стороны, это большой потенциал для нашей работы, для нашего вида деятельности. Но с другой стороны, мы также замечаем очень большие потери тепловой энергии впустую, отапливая, как говорят, тундру. Да? Но, как я считаю, да, вот, дом изначально нужно строить очень энергоэффективно. То есть мы сейчас вот в программе «Дом с умом», проекте, да, телепроект, во-первых, мы очень сильно смотрим на оболочку, тепловую оболочку здания. То есть это вот конструкция, в данном случае ЛСТК, да, оно должно быть в тепловом контуре внутри. Плюс очень сильно мы вот вместе смотрели на воздухонепроницаемость. То есть изнутри, да, термосизм, да. И для того, чтобы человек чувствовал себя внутри этого дома очень комфортно, да, мы в этом доме принудительную вентиляцию применяем. А для того, чтобы принудительная вентиляция была очень энергоэффективной, мы применяем к тому же рекуператор. То есть использованный воздух должен, выходя из дома, нагревать поступающий воздух. Это самое необходимое мероприятие, на мой взгляд, для того, чтобы в наших условиях чувствовать себя и комфортно, и дышать свежим воздухом. Ну, раньше вот мы, и до сих пор, наверное, многие считают, что деревянный дом – это дом, где можно, ну, свежий воздух, то есть дышащий дом, да. В нем через все Посмотрите, щели, как скептически ухмыльнулся Егор Слободчиков при слове «брус дышит». На самом деле, да, Владимир Владимирович и Егор Гаврилович отлично, скажем так, знают, что брус дышит только через одно, через трещины свои, да, и через те щели, которые образуются при недобросовестной укладке пакли, грубо говоря, да, а в остальном дышит даже полистирол, как утверждает Егор Гаврилович. На самом деле, вот, да, человек, который заставлял меня обращать внимание на малейшие детали, заставлял меня заклеивать все дырки из спана, да, заставлял меня нагонять 70 сантиметров стены, толщины стены. Вы можете себе представить, какой изверг, да, когда... Да, это Владимир Владимирович Сыромятников, человек с уникальным, я повторю, опытом энергосбережения в условиях Крайнего Севера. И что касается стройаудиторов, энергоаудиторов и всех остальных, которые мы, конечно, дадим им всем слово. И не пропустите главное на канале Саха-24 в будничный Суперпрайм. С вами Дмитрий Аргунов и замечательная аудитория, которая
какой наполовину? На 100% состоит из участников нашего летнего строительного проекта «Дом с умом». Строительство энергоэффективного дома, к созданию которого мы подошли со значительной долей, скажем так. И я предоставляю слово блоку СУФУ, 2 МИПа Арктического инновационного центра Северо-Восточного федерального университета. Первый из них «Теплокомфорт». Егор Слободчаков, замечательный молодой инженер, который занимается благоустройством. Таким, знаешь... Ну, не только, но... Да, давай, нет, по благоустройству давай. Какого значения вот для сельской местности особенно, да, это благоустройство занимает, по твоему определению? По моему определению, да. Ну, на дворе 21 век, в селе большинство, 90% населения все ходят на улицу. Поэтому вот оно значение имеет, во-первых, для здоровья, да, второе – это вот качество жизни, и третье – это экономика. Экономика. Прирост населения, если в селе будет, скажем так, обеспечен достойный человеческий Прирост населения и новые рабочие места. Новые рабочие места, да. Отлично. Егор, еще расскажи немножко про вот тот блок, когда мы считали энергопотери и, возможно, скажем так, проблемные точки определенной строительной конструкции, да? Но проблемные точки, вот как говорил Владимир, это были вот наш каркас металлический, да, потому что в настоящее время есть различные типовые технические решения, да, и мы должны были выбрать самые оптимальные, которые и по энергоэффективности, и по цене, которая бы нам отвечала, да, и вот мне кажется, что нам это удалось, и посредством вот расчеты данные были как бы нормальные, можно сказать, и надеемся, что мы, минимум как достигнем экономии, минимум 30% по сравнению с аналогами. Зимой сравним, мы выведем на квадратный метр, на удельный и посмотрим. Покажет все зима, я еще хочу пока напомнить. весь один отопительный сезон, более-менее что-то скажет, да, насчет этого. Твоя производственная линия – это что? Что производит МИП «Теплокомфорт»? Мы занимаемся энергоаудиторством, и второе направление – это инженерное благоустройство, то есть система отопления, инженерное водоснабжение, водоотведение. Но в основном наше направление – это село, то есть именно внедрение технологий именно в сельской местности. Человек, который титанические усилия прикладывает для того, чтобы сельское население Якутии, по крайней мере, в части благоустройства, находилось в 21 веке. Егор Слободчаков. Да. Еще один наш стройаудитор проекта, Альберт Кардашевский, МИП «Стройкомпозит». Альберт, ты производишь инновационные строительные материалы, да, которые теоретически хорошо оценены, да, но ты столкнулся с тем, что у людей какое-то, скептическое мнение, скажем так, по отношению к определенным стройматериалам. Вот как с этим бороться? Как с менталитетом бороться? Вот сахалар должны жить в деревянных домах и все тут. Здесь есть несколько понятий, да? Во-первых, это, как ты говорил, стереотип. Стереотип он какой? Он такой, что каменные дома или там дома, которые сейчас строятся, они дороже в строительстве, дороже в эксплуатации и так далее. Вот этот стереотип, если мы преодолеем, то, соответственно, народ потянется к новым материалам, будет строить капитальные дома. Но я со своей стороны всегда утверждал и утверждаю, что в наших условиях нужно строить именно капитальные здания, чтобы один раз вложиться как следует, и чтобы этот дом потом по наследству переходил детям, внукам и так далее. То есть, чтобы дом, он был капиталом в будущем. А у нас, получается, мы все строим, как уже было сказано, деревянные дома, по традиции, на одно поколение. Мой отец построил, соответственно, пожил. К моменту, когда дети подрастут, у нас получается состояние печальном, которое не привлечет абсолютно, да? Да, и, соответственно, у нас с каждым годом стоимость этого объекта недвижимости падает, рыночная стоимость. Ну, а если мы говорим о капитальном строительстве, о каменном строительстве, то здесь подход немножко другой совсем. Ну и те новые технологии, которые мы пытаемся продвигать и показываем и в рамках данной передачи, это то, что будущее. Будущее. Да. Именно отличное определение. Я бы сказал, что в свете освоения российской Арктики, да, именно за компактными новыми технологиями, которые легко транспортируются и так далее, за ними будущее. Да. Олег Корякин, генеральный директор
завода строительных металлоконструкций. Олег, у меня тоже немножко, конечно, больноватый вопрос, да, но вашу технологию обвиняют иногда в каких-то недочетах там и так далее. Но я вот как взглянул, да, был в передаче гость Виктор Николаевич Федоров, да, у которого в частном владении находится строение из ЛСТК, да, ну и как бы мне вот все теоретическая часть не дает усомниться в том, что это выдержит все нормально. Почему-то в частном секторе, скажем так, ЛСТК абсолютно все выдерживает, а когда начинаются там какие-то подрядные договора и так далее, ну, с многоквартирных домах, там начинаются проблемы. Почему? Ну, как тут уже сказали, плохих технологий не бывает, да, то есть, конечно, есть какие-то недочеты, есть больные места, но они все преодолеваются, и при грамотном подходе, при соблюдении технологий проблем не должно возникать. И вот почему я с готовностью откликнулся на ваше приглашение участвовать в этом проекте, потому что у нас есть уже действительно опыт, где мы вводили частные дома, и была практика, то есть зима показала, что проблем с ЛСТК при правильном утеплении, при подборе правильных материалов нету. Там очень много факторов, которые нужно учитывать действительно, чтобы у нас была паронепроницаемость, да, то есть, как вы сказали, дом должен быть как термос, да. Потом каркас должен находиться, нужно отрывать, то есть вот мостики холода внутри тела каркаса, внутри утеплителя, да, то есть тогда у нас, в принципе, мы строили и частный сектор, да, были общественные какие-то здания, и, в принципе, при разных материалах у нас практика достаточно как бы положительная, то есть мы использовали эковату, как в случае у вас с крышей, там было полностью, да, здание, использовали базальт, то есть использовали другие материалы, которые, утеплители. В принципе, тут главное подбор, то есть это все в совокупности дает определенный результат. Отлично. И все-таки, да, наверное, еще раз скажу, что очень удобно. Вот когда вы привезли в полуторатонном грузовичке дом ко мне на участок, да, я просто был поражен. Вот, что если отправлять такими сериями дома на север, да, где люди получат не какие-то вагончики, да, Павел Анатольевич, а архитектурное сооружение, которое, по крайней мере, эстетически радует, да? На северах это же праздник какой-то. Что касается местного производства строительных материалов, это все-таки год предпринимательства у нас. Мы поддерживаем местного производителя, и поэтому выбираем, скажем так, местное. Предприятие ЗАО «Интехстрой», заместитель директора Андрей Иннокентьевич Халдеев, по производству, вот вы выпускаете также экструдированный полистирол, да, который является, все энергоменеджеры говорят, что это утеплитель номер один. Да? Вообще, вот по будущему данного конкретного перспективного материала несколько слов. Но этот материал очень... плюс его в том, что он выдерживает нагрузки на сжатие очень хорошо. Можно использовать, и используют под строительство, допустим, дорог, аэропортов, допустим, складов, где ходят большие грузы и техники. А также он не впитывает влагу. Вот это его очень самая, допустим, важная характеристика. Он не впитывает влагу, поэтому он само по себе не разрушается, получается. И вот этот материал, как мы и думали, он в будущем будет иметь очень большое, допустим, будущее. Пока что, да, немножко высокая стоимость удерживает многих частных владельцев. Люди еще пока не поняли. Кстати, есть один такой момент, да, как у Марата пчелы прижились в Новых Ульях? Надо у пчел спросить. Нет, ты не в курсе? Жужжат. Жужжат. Смотрите, иллюстрация такая, да, экструдированный пенополистирол, наш общий знакомый друг Марат Залялов использовал для производства ульев, да? Если бы материал был бы не экологичен, кстати, вот тут по экологии отдельный вопрос, пчелы бы там просто не жили бы, да? Они отлично прижились и, скажем так, как Сергей говорит, жужжат. Кроме, конечно, полистирола, предприятие выпускает местную якутскую марку кровельной черепицы «Арктик», да, которая отличается очень большей толщиной, чем представлены нырки, которая больше комфорта просто в дождь даст. Да. Спасибо за участие в нашем проекте, Андрей Иннокентьевич. И все-таки, да, мы в своей передаче про полистирол более подробно, скажем так, расскажем.
все банки дают кредит, ипотечный кредит только под бетонные или там трубчатые основания. Да? Бетон. Что касается бетона, прежде всего основная, да, дай микрофон, пожалуйста, Люда. Основная характеристика, конечно, это морозоустойчивость, да, бетона. Давайте вот про ваш продукт, про ваш любимый товар. Что вы можете сказать в защиту? Не в защиту, а описать, скажем так. В наших северных условиях это главное требование, это морозостойкость, потому что у нас циклы замораживания, оттаивания очень много. Ну, весна очень долгая, осень очень долгая, там замораживается в порах, в которых вода в бетоне. Из-за этого бетон разрушается изнутри. Чтобы этого не было, в бетон надо добавлять различные химические добавки и правильно подобрать состав бетона. Тогда бетон становится вечным и может твердеть столетиями даже. Я напомню, что оборудование, которое применяет завод Мекабетон, применялось также на строительстве олимпийских объектов в Сочи. Да, и такой уникальной лаборатории, по крайней мере, ну, может быть, вначале какие-то заводы имели лаборатории, которые производят тест выпускаемого бетона, да? Потом они как бы сошли, так-то идет, типа. Мекабетон упорно продолжает делать тестовые образцы своего бетона, и качество, конечно же, покажет, через год мы посмотрим, там, насколько ваш бетон. Я просто уверен в том, что гарантия качества, которую дает Мекабетон, применима и в нашем бетоне, да? И просто тот момент, что вот общие вот циклы, скажем так, перепады вот, значений F, да, которые я как журналист перенял, F300, это, конечно, 300 циклов, это ведь не означает, что это 300 лет только, да? Это же может быть больше. Да, это может быть при правильном составе, ну, не 300 лет, а может 500, 1000 лет может простоять. Хорошо. И, кстати, да, те, которые оценивали наш фундамент, говорили, что нифига вы там обгрохали, там же трехэтажный дом из шлакоблока можно построить. Спасибо, Илья. Напоминаю, главный технолог-инженер завода Мекабетон, участник нашего проекта, участник конгломерата предприятий, который участвует в нашем проекте. И человек очень позитивный, очень такой неунывающий, семейный такой подряд у него, называется 4С. Если... Как у вас слоган-то назывался? Предстоит крутой замес, покупай 4С. Предстоит крутой замес, покупай 4С, да. То есть сухие строительные смеси, человек, который не вкладывает в привоз сухих строительных смесей транспортную составляющую. Андрей Горбунов, давайте вот о вашем предприятии. Какова специфика? Ну, мы выпускаем сухие смеси, и да, основным преимуществом нашим является то, что мы используем основные составляющие местное сырье, то есть местный песок, местный цемент. До недавнего времени все эти смеси были привозные. То есть аналоги того, что мы производим, завозились из-за пределов республики. И, то есть, и, естественно, накручивалась вот эта транспортная составляющая, которая практически в 2 раза удораживала материалы. Теперь мы выпускаем их здесь. По качеству ничуть не уступаем привозным смесям. Стоимость наших смесей на 15-20% ниже, чем привозных. И, в общем-то, работает у нас и доставка бесплатная по городу. То есть стараемся создавать для наших клиентов максимально комфортные условия. Ну и, естественно, следим за качеством своей продукции. Также регулярно проводим тестирование. Ну, в общем, Кстати, да. Соблюдаем все СНИПы, ГОСТы и прочее. Андрей, мы попробовали отодрать кладку, вот эту, которую осуществляла на ваш клей для пенобетона. Да, реально, как Алик говорит, проще разломать пенобетон, чем отодрать вашу кладку. Хотя она и тонкая, 5 миллиметров, не больше. Да? Спасибо за участие в нашем проекте. Мы сейчас немножко еще развернемся и дадим высказаться всем нашим участникам. Людмила Павлова, руководитель дизайн-студии, одна из руководителей дизайн-студии «Красный конь», которая нарисовала планировку нашего дома, нашего дома по нашим хотелкам. Да? Часто ли люди обращаются за детальным, за дизайнерским сопровождением строительного всего процесса? Вот давай такой вопрос. Именно частного строительства? Именно частного строительства, да. К сожалению, к нам конкретно нет, да? Угу. И вообще, я так считаю, что вот, именно частное строительство, да, дизайн в частном строительстве в республике пока не развит, да? Конкретно хромает. Да, то есть люди предпочитают обращаться в строительные компании,
И те им строят дома 6 на 6, 8 на 8, вот тогда, без индивидуального подхода. Вот Владимир Сыромятников, да, говорил про энергоэффективность дома, да, а я хочу сказать об эффективности функциональном. То есть вот человек строит себе дом, да, он тратит на это большие деньги, но... Очень большие. Да, очень большие деньги. Очень большие, да. Но так как нет грамотной планировки, да, то получается, по сути, вот эти квадратные метры он использует недостаточно эффективно, да, то есть 30%, ну, где-то, да, от квадратуры дома используется недостаточно хорошо, либо вообще не используется. Соответственно, вот я хочу сказать то, что дизайн — это не только как бы эстетика, да, скажем, но в первую очередь это функционал. То есть эргономика, функциональность дома частного, то есть она должна быть очень индивидуальной, да. Допустим, дом для пожилого человека. Да, пожилого человека, либо молодой там пары, у которых будут там в будущем дети, да, в ближайшем будущем. Это совершенно разные вещи. То есть тут мы можем говорить то, что дизайн это необходим сейчас. Тем более в наших условиях, когда вот каждый квадратный метр, да, мы отапливаем, на это тратим, соответственно, средства. В качестве иллюстрации, учитывая мой возраст, сказали, зачем тебе лепить второй этаж, все равно тяжко будет подниматься. Поэтому у нас да, вся планировка, она одноэтажная. И спасибо, Людмила, кстати, за ваше участие. Мы, в принципе, поддерживаем очень хорошие контакты во всем протяжении нашего проекта. Ваше дело еще не завершено. Вы даете всегда такие емкие, хорошие советы. Рекомендую дизайн-студия «Красный конь» и замечательная ее руководительница Людмила Павлова и Светлана Большакова. И еще один дизайнер, ну, скажем так, дизайнер-любитель. Кстати, у тебя же есть образование дизайнерское? Неоконченное. Неоконченное. Ну, начинал, да, свою рода учебу в качестве дизайнера, народный умелец, мастер на все руки, турист, приключенец Сергей Комков, который оказывает нам неоценимую услугу. Он превращает процесс строительства не только в такой динамичный, да, процесс, но еще и веселый процесс. То есть все шутки-прибаутки, которыми сопровождает процесс под руководством Сергея Комкова, это вообще милое дело. Сергей, вот помнишь, у нас был момент, когда ты сказал, что значение таких вот проектов для поднятия престижа профессии, да, и вот давай вот твое наболевшее про выставку. Типа ложку меда добавить, что ли, в нашу передачу? Нет, ты мне добавь ложку меда, а в адрес выставки можно капнуть дегтя, да. Ну, про выставку, которая должна состояться в конце сентября. У меня как бы было желание в ней поучаствовать. Ну, я просто скажу от лица частника. То есть непонятно, для чего это и кто организовал эту выставку. Такое ощущение, что заработать денег. Потому что ценник там совершенно как бы неподъемный. Там за каждую квадратуру, за каждый стол, за каждый там... За плазму, там чуть-чуть добавить, можно купить эту плазму. Это просто в аренду. Но это ладно. И во-вторых, самое, что неприятно было, индивидуального предпринимателя поставили в один ряд, например, с такими гигантами, как Саха-Базальт. То есть одинаково платят. И это в год предпринимательства. Вот это вообще непонятно. Хотя бы могли в этот год там 50% скидку. Ну а так, просто, думаю, и получится эта выставка как за счет вот, дорогой квадратуры, что раздадут всем опять бесплатные буклеты и конфеты, потому что очень дорого. Как любая продукция строительная, она, как правило, очень объемная. Поставь-ка ты там образцы. А человек хотел поставить на выставке Дом Экспо уникальные образцы своих бань-бочек, да? Я правда говорю, Сергей? Да, поставить в качестве такой демонстрационного стенда баню-бочку, которую производит только он в Якутске. И, ну, не знаю, может быть, к организаторам выставки, что ли, ну, пойдите человеку навстречу, не только ему, да, а еще и многим-многим таким же участникам, которые пытаются сделать нашу жизнь лучше. Вообще, о попытках сделать нашу жизнь лучше мы продолжим после нашей рекламной паузы, которая неизбежно настигает нас. Прямой эфир все-таки разбивается каждые 13
минут. И начинают поступать телевизионные звонки от наших зрителей, которые, я уверен, дотошно следят за выпусками нашего телевизионного цикла «Дом с умом» и за выпусками интернет-версии нашей программы, которая расположена в сервисе блогов дневники.ект.ру. Да, мы имеем действительно благодарного зрителя в лице наших телезрителей и наших интернет-читателей. Теперь реклама. Вернемся скоро.